О самых значимых событиях за последние 24 часа в эфире региональных вестей расскажу вам я, Луиза Яхяева. Здравствуйте! И главные темы выпуска. Последний путь. Ушел из жизни председатель Верховного Совета РСФСР и Российской Федерации, выдающийся политик и публицист Руслан Хасбулатов. Соболезнования родным и близким выразил глава республики Рамзан Кадыров. На страже чистоты. Даже в выходные работники Сурсада поддерживают идеальный порядок на улицах Грозного. О нелегком труде в нашем эфире. Праздник детства. Мне очень в цирке понравилось, особенно фокусник, когда из картины вытащил голубя. И этот цирк мне очень нравится. В новогодние выходные ребятишки со всей республики могли вживую увидеть чудеса в исполнении артистов цирка. О последнем дне гастролей и впечатлениях тех, кто успел насладиться невероятным шоу, смотрите в этом выпуске. В возрасте 80 лет скончался советский и российский политический деятель Руслан Хасбулатов. Выразить слова соболезнования родным прибыл глава субъекта Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Подробнее в материале Рамзана Абуева. Желающих высказать слова соболезнования членам семьи Хасбулатовых много. К дому в Грозном, где проходят похороны, приходят многочисленные коллективы со всей республики, чиновники-богословы. Проститься с выдающимся человеком приехал и Рамзан Кадыров в сопровождении муфтия Салаха Хаджи Межиева и соратников. Я вполне серьезно говорю. Я говорю, я это Руслан Донич. Sen dik ne do staan eldan. Staan schiek dan. Ze doet match dan. Recht was wel zo. Sta. Ik één aan hier dat. Nou was zo ja. Trainer schade dan. Weer zo kwam weer dan. Daar de werk dan. It is. It's ons gelinker. She won't play here. Dus dat deel waar Ahmed Abid se boklaren barçına. Şimdi ya son boşta şey pohi şey ilmi dera ağaç elka asun mahmu khalbofa sudesum das admo khadosh bu ne desum das tekdave Ona devre sayılboş mutlaka sarka çi vodik geçi ştul şorize hocam tağınlar sunular sanalda çıkane linna hostel su geçin suntuzu hariç masergi dakikayıza devre sayılboş işte doğruş dikvedaymış okulur son dezdo da mukşmer ştil boy har da ne olur da ya soba lugar Руслана Хасбулатова в последний путь на кладбище родового селения Толстой-Юрт провожают сын и внуки, близкие родные. Проститься с человеком, которого без преувеличения можно назвать легендой, приходят коллеги, друзья и те, кто просто его знали.
телефоны я читать разные политикс был, дневные больше был нах был, но угол доктор буду эстехтом был орс, резхис, да докдик дуэльшу. Почтить память истинного сына чеченского народа приезжает огромное количество людей. Все те, для кого он стал наставником и старшим братом, все они не могут сдерживать слезы, ведь с его кончиной ушла целая эпоха. С семьей мы дружим очень давно, можно сказать, родственники. Мы всегда гордились, когда могли себя называть его воспитанниками. Мы отмечали, мы всегда, что от него получаем бесценные знания, которые невозможно получить, прочитать ни одной книги или какие-то другие информационные ресурсы. Приходя в гости к Руслану Имраевичу Хасбулатову, мы, как губка, особенно подрастающее поколение, впитывали тот опыт жизненный, которым он обладал. Я могу сказать, что это был просто великий человек, не побоюсь этого слова, потому что знал его всю свою жизнь. Это был человек для меня личным примером в жизни, и таковым он является и сейчас. Из качеств его человеческих я бы выделил, пожалуй, самое главное качество – честность. Это был совершенно и абсолютно честный человек. И его жизненное кредо было не отступать от именно этого принципа честности. Выразить слова соболезнования приехала и государственная делегация из Республики Южная Осетия. В 1992 году, когда в Южной Осетии была тяжелая война, тогда один из, так сказать, руководителей тогда российского государства, который настаивал на том, чтобы в Южную Осетию вошли именно творческие силы. И тем самым спас народ Южной Осетии от войны. И как раз таки весь народ Южной Осетии ему очень благодарен, мы его помним, мы его всегда чтили как выдающегося политика. Тем более сочли необходимым приехать и выразить глубокие соболезнования и народу чеченскому, и, конечно же, близким, родным всем. Его умение находить мудрые решения из самых разных ситуаций восхищало многих, будь то кризис ГКЧП или трагические события, происходившие в родной республике на стыке тысячелетий. Впервые за 2 или 3 тысячи лет существования войнавского народа в него были вброшены семена раздора. Одна часть народа стала воевать с другим. Элементы гражданской войны впервые за 1000 лет существования войнавского народа внедрились в народ. Они стали разрушать его. Народ подвергся значительной степени деградации. И вот, на мой взгляд, на пути этого процесса с тем, чтобы оздоровить, вернуть народу его истинные ценности, вот стал Кадыров-старший, Ахмад Хаджи. И он многое сделал и многое преуспел именно на этом пути, которое было суждено вести дальше уже его сыну Рамзану Хаджи. Он как национальный символ чеченцев волк вызывал уважение из-за своих доблестных личных качеств. А для Бекхана Хасбулатова двоюродный брат Руслан был оплотом мужественности, как величественные и надежные горы Кавказа. Для меня он был образцом для подражания во всем. В науке, в его отношении к людям, в его отношении к государству, к своей стране, в его отношении к родственникам и к младшему поколению. В его отношении, я сам немножко занимаюсь наукой, его отношение к знаниям, к науке. Для него знание, наука, доброта, отзывчивость – это были качества необходимые, как он говорил, в жизни необходимые для нормального человека. Жизненный путь Руслана Хасбулатова был тернистым. Ему не было и 1,5 лет, когда он был сослан в суровой степи Казахстана вместе со всем народом. Но благодаря своему упорству Руслан получил прекрасное образование в МГУ и защитил докторскую диссертацию в 40 лет. Добился высот он и в карьере, достигнув должности руководителя Верховного Совета РСФСР и России. Его заслуги в политической, общественной и научной сферах не раз отмечались на государственном уровне.
уровне. После завершения политической карьеры Руслан Хасбулатов продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой опыт и знания молодому поколению, являясь заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова. Руслан Хасбулатов оставил этот грешный и горестный мир и ушел в праведный навстречу с Творцом в возрасте 80 лет, вписав свое имя в историю России золотыми буквами. Кончина ярчайшего представителя народа является невосполнимой утратой для всех чеченцев. Рамзан Абуев, Лёма Мандиев, Сейдселим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Поток туристов в праздничные дни увеличился, а вместе с этим возрос и объем работы у сотрудников Сурсада. Подробнее о тех, благодаря кому жители и гости региона проводят новогоднюю сказку в чистоте и порядке, в репортаже нашего корреспондента. Лучше Нового года могут быть, наверное, только выходные, которые следуют после него. Но есть профессии, которые не допускают отлагательств. Работу Сурсада можно отнести к таким. После праздничных гуляний в столице скопилось немало мишуры, использованных петард и тому подобного. Поэтому выходные для этих женщин прошли в обычном рабочем режиме. Сотрудники Сурсада трудятся в две смены. Дневная с 9 утра до 5 часов вечера и ночная с 8 вечера до 4 утра. Работа нелегкая, даже опасная, так как сотрудники убирают около дорог. Макка Амарова в этой сфере с 2007 года. Женщина признается, что пусть работа и сложная, но когда видишь чистые улицы родного города и слышишь слова благодарности от местных жителей, понимаешь, что все старания не напрасны. خلبو دلا حق عام عم دعبان بور عيون حق دوخ خليك قال لك داش دعبوغ بيشان يقصين خلاري سقتش وين يحكي عم خلاري سقتش دخش عم دطا. По словам Макки и ее коллег, их задача навести порядок, а поддержание его зависит прямиком от самих жителей. На вопрос, что могут сделать жители, чтобы облегчить или как-то помочь им в их работе, работники Сурсада в один голос заявляют: убирать за собой мусор и приучать своих детей к этому. Ведь уважение к чужому труду взращивается в семье и закладывается с самого детства. Каждый, кто приехал в Грозный, отмечает чистоту на улицах города. Это результат ежедневной и тяжелой работы тех, кто с метлой в руках стоит на ее страже. Сами же эти трудолюбивые женщины отзываются о себе скромно. Поддерживать порядок во всей столице пускай и непросто, но они с этой задачей успешно справляются. Мадина Цалчиева, Сайдамин Мусаев, Вести Чеченская Республика. Яркое, запоминающееся новогоднее шоу отгремело в Грозном. Дрессированные животные, клоуны и профессиональные акробаты дарили детям сказку на протяжении декабрьских и январских каникул. Последний день гастролей московского цирка в регионе в объективах наших камер. Артисты цирка вышли на манеж, чтобы поприветствовать чеченскую публику. Маленькие зрители и сопровождающие их взрослые в предвкушении яркого представления. Первый же номер в исполнении акробатического коллектива «Фархат» из Киргизии приковал всеобщее внимание. В период новогодних праздников, когда хочется волшебства, его зрителям подарил иллюзионист своим наполненным чудесами выступлением. Мне очень в цирке понравилось, особенно фокусник, когда из картины вытащил голубя. И этот цирк мне очень нравится. Он такой замечательный, я туда в первый раз только поехала. Программа разнообразна и красочна. Изобилие жанров на любой вкус, от смешной и трогательной клоунады до завораживающих воздушной гимнастики и жонглирования. Первое историческое упоминание о жонглировании относится к 20 веку до нашей эры. Это один из сложнейших жанров циркового искусства. Необычным было выступление Тины Мамоновой, воздушной гимнастки на волосах. Но выделить какой-то определенный номер невозможно, потому что каждый выход чем-то запоминался зрителям. Много чего тут есть. Например, там гимнасты,
животные, попугаи, фокусники. Все представления классные, я всех смотрю. Самой лучшей похвалой для артистов является обратная связь со зрителями в виде их бурной реакции, оваций и аплодисментов. Но каков же он, чеченский зритель, глазами артиста? Потрясающий зритель. Теплый зритель, гостеприимный, воспринимает каждый номер на таком, знаете, взрыв эмоций просто у людей идет. А от этого питаемся мы. Они очень много дают нам отдачи, тепла, дружелюбия, гостеприимства. Это очень важно. Это было заключительное представление труппы. Артисты-циркачи выступали все новогодние праздники, даря море положительных эмоций жителям и гостям региона. Амина Тупилагова, Аслан Ахматов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. На этом все. Я, Луиза Ахаева, с вами прощаюсь. Следите за последними новостями в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».